Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения, в студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. В связи с наступлением общенационального праздника 28-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан в адрес основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, поступили поздравительные телеграммы от имени глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных и региональных организаций, председателей финансовых и общественных организаций. В поздравительной телеграмме президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина говорится: уважаемый Эмомали Рахмон, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Таджикистан Дня независимости. Ваша страна успешно продвигается по пути экономического и социального развития, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах. С удовлетворением отмечаю высокий уровень российско-таджикских отношений между нашими государствами, налажен содержательный политический диалог, взаимовыгодное сотрудничество в самых различных сферах. Хорошую отдачу дает координация усилий в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС, а также ООН и ОБСЕ. Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее укреплять союзничество и стратегическое партнерство между Россией и Таджикистаном. Это, несомненно, отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения стабильности и безопасности Центральной Азии. Искренне желаю вам, уважаемый Эмомали Рахмон, крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам счастья и благополучия. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь в своей поздравительной телеграмме на имя главы нашего государства написал следующее: уважаемый господин президент, по случаю 28-летия независимости Республики Таджикистан позвольте мне от имени правительства и народа Китая и от себя лично выразить вам, а также дружественному таджикскому народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания. В апреле текущего года вы приняли участие во втором форуме высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Один пояс и один путь» в Китае. В июне сего года я совершил государственный визит в Таджикистан и принял участие в саммите СВМДА. Мы с вами провели плодотворные переговоры, достигли широких договоренностей и составили новый план для дальнейшего развития двусторонних отношений и сотрудничества в разных сферах. Я придаю большое значение развитию отношений между Китаем и Таджикистаном и намерен прилагать совместные с вами усилия, направленные на непрерывное поднятие китайско-таджикских отношений, всестороннего стратегического партнерства на более высокий уровень на благо наших стран и народов. Желаю дружественному Таджикистану процветания и могущества, а народу счастья и благополучия. В поздравительной телеграмме президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа сказано: уважаемый господин президент Эмомали Рахмон, с большим удовлетворением от имени американского народа поздравляю вас и народ Таджикистана с празднованием 28-й годовщины независимости. На протяжении последних 28 лет Соединенные Штаты Америки имеют честь поддерживать независимость и развитие Таджикистана. Мы приветствуем усилия Таджикистана по укреплению международной безопасности и регионального сотрудничества в Центральной Азии. Соединенные Штаты Америки будут продолжать свою поддержку действия Таджикистана на пути достижения светлого будущего. В поздравительном послании Нурсултана Назарбаева, первого президента Республики Казахстан, отмечено: уважаемый Эмомали Рахмон, от всей души поздравляю вас с национальным праздником Республики Таджикистан Днем независимости. В Казахстане высоко оценивают ваши заслуги по объединению таджикского общества, а также по обеспечению стремительного продвижения страны по пути прогресса, политического и экономического процветания. За короткий исторический период Республика Таджикистан добилась больших успехов, стала активным и влиятельным фактором не только в регионе, но и в мировом сообществе. Я твердо убежден, что традиционные многовековые отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами будут и дальше укрепляться и динамично развиваться во благо наших народов. Надеюсь, что наши личные дружеские связи будут продолжены и в дальнейшем. Пользуясь случаем, хочу пожелать вам, уважаемый Эмомали Рахмон, крепкого здоровья, успехов в вашей ответственной деятельности, а братскому таджикскому народу мира и процветания. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в своей поздравительной телеграмме сказал: уважаемый Эмомали Рахмон, примите мои сердечные поздравления по случаю Дня независимости Республики Таджикистан. За годы суверенного развития Таджикистан под вашим руководством прошел путь важных преобразований, достигнув больших успехов в деле государственного строительства, повышения благосостояния народа и авторитета на международной арене.
В Казахстане неизменно рады достижениям Таджикистана и придают большое значение дальнейшему укреплению дружественных и доверительных отношений между нашими государствами. Убежден, сложившийся между нами открытый и тесный политический диалог будет и впредь служить надежной основой поступательного развития казахско-таджикского стратегического партнерства. Желаю вам, уважаемый Эмомали Рахмон, новых успехов в вашем государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана благополучия и процветания. В поздравительной телеграмме президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева говорится следующее. Уважаемый Эмомали Рахмон, от имени народа Узбекистана и от себя лично сердечно поздравляю вас и братский народ Таджикистана с национальным праздником страны Днем Независимости. В этот знаменательный день хотел бы особо отметить достигнутые под вашим мудрым и дальновидным руководством весомые успехи в сфере государственного и общественного строительства, осуществления созидательных экономических реформ с охватом всех отраслей, проведения прагматичного внешнеполитического курса и укрепления авторитета страны на международной арене. Заслуживает высокой оценки эффективная реализация важных социальных программ и инициатив, которые находят широкую поддержку многонационального народа Таджикистана и получают признание всего мирового сообщества, обеспечивают повышение уровня и качества жизни в республике. Все эти достижения, несомненно, стали возможными благодаря вашей твердой политической воле, таланту и огромному опыту государственного деятеля. Отрадно, что уходящие корнями вглубь веков традиционно дружественные и добрососедские связи между братскими Узбекистаном и Таджикистаном сегодня динамично развиваются и последовательно укрепляются на основе принципов стратегического партнерства. Совместными усилиями нам удалось открыть новую главу в истории узбекско-таджикских отношений, вывести их на качественно новый уровень, наполнив конкретным практическим содержанием. Вновь хотел бы подтвердить нашу решительную приверженность и далее углублять конструктивный диалог и расширять многоплановое сотрудничество по всей повестке взаимодействия на благо наших стран и народов в интересах мира и устойчивого развития всего региона Центральной Азии. От всей души желаю вам, дорогой Эмомали Рахмон, крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в вашей государственной деятельности, а братскому народу Таджикистана мира и процветания. Президент Киргизской республики Сооронбай Жээнбеков направил следующую поздравительную телеграмму. Уважаемый Эмомали Рахмон, от имени народа Кыргызстана и от себя лично поздравляю вас и весь таджикский народ с Днем Независимости Республики Таджикистан. Особо впечатляют значительные успехи в социальном и экономическом развитии Таджикистана, достигнутые на сегодняшний день под вашим мудрым руководством. Выражаю глубокую уверенность в том, что истинно дружественные и добрососедские отношения между Кыргызстаном и Таджикистаном при вашей личной поддержке будут и в дальнейшем крепнуть в интересах народов двух стран. Пользуясь этой приятной возможностью, желаю вам, уважаемый Эмомали Рахмон, крепкого здоровья, благополучия и успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому таджикскому народу мира и процветания. В поздравительном послании президента Республики Франция Эммануэля Макрона говорится следующее. Господин президент, по случаю Национального дня Таджикистана я хотел бы выразить вам от моего имени, от имени французского народа, мои искренние поздравления и наилучшие пожелания счастья и процветания таджикскому народу. Я надеюсь, что прекрасные политические отношения между нашими странами и дальше будут углубляться с вашей помощью. Третьи двусторонние политические консультации между Министерствами иностранных дел 29 января 2019 года были успешными в этом отношении. Визит государственного секретаря по иностранным делам Жана Батиса Лемуана в Таджикистан 18 апреля текущего года позволил нам еще больше расширить направление нашего сотрудничества. Я надеюсь, что мы поддержим эту хорошую динамику. Я выражаю пожелание, чтобы начавшаяся динамика еще больше укрепила наши конкретные обмены по темам, представляющим общий интерес. Прошу принять, господин президент, уверение в моем весьма высоком уважении. Король Саудовской Аравии, хранитель двух святынь, Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд в своей поздравительной телеграмме написал следующее. «Дорогой брат, ваше превосходительство Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан, да хранит вас Всевышний. От имени народа и правительства Королевства Саудовской Аравии я лично от себя с большим удовольствием поздравляю вас с годовщиной Дня государственной независимости Таджикистана. Желаю вам, ваше превосходительство, доброго здоровья и счастья, а правительству и братскому народу Республики Таджикистан еще большего прогресса и процветания». Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер
Штайнмайер направил следующий поздравительный текст. Господин президент, по случаю Дня независимости Республики Таджикистан направляю вам свои поздравления. В 1993 году Германия была первой страной-членом Евросоюза, открывшей свое посольство в Душанбе. С тех пор отношения между Таджикистаном и Германией постоянно развивались. Германия и впредь будет надежным партнером для вашей страны в деле укрепления демократии и правового государства, а также обеспечения социально-экономического развития. Вам лично и таджикскому народу желаю всего наилучшего, мира и благополучия. В поздравительном послании императора Японии Нарухито говорится: «Ваше превосходительство, с большим удовольствием направляю вашему превосходительству свои искренние поздравления и добрые пожелания народу вашей страны. Желаю счастья и процветания». Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев в своей поздравительной телеграмме написал следующее. «Уважаемый Эмомали Рахмон, от своего имени, от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю вас и в вашем лице весь ваш народ с национальным праздником Республики Таджикистан Днем Независимости. Сегодня дружественный Таджикистан уверенно движется вперед, укрепляя свою независимость, развивая экономику и улучшая благосостояние своего народа. Ваша страна вносит важный вклад в установление мира и стабильности в мире и регионе, в международную безопасность и диалог. Уверен, что шаги, которые мы предпринимаем для расширения масштабов нашего сотрудничества и дальнейшего укрепления двусторонних отношений между нашими странами, основанные на взаимном уважении и доверии, всегда будут служить интересам наших народов. Уважаемый Эмомали Рахмон, в столь знаменательный день желаю вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Таджикистана, мира и процветания. Президент Исламской Республики Пакистан доктор Ариф Альви направил следующую поздравительную телеграмму. Ваше превосходительство, с огромным удовольствием искренне поздравляю вас по случаю Дня независимости Республики Таджикистан. Между Таджикистаном и Пакистаном существуют искренние и дружественные связи, которые имеют глубокие религиозные, исторические и культурные корни. Наши двусторонние стремления к обеспечению мира в регионе и его процветанию требуют от нас наращивания усилий для дальнейшего сотрудничества. Глубоко убежден в том, что мы вместе сможем и впредь укреплять существующие между Пакистаном и Таджикистаном отношения, поднимая их на новые высоты. Пользуясь случаем, желаю вам, ваше превосходительство, крепкого здоровья и успехов, а братскому таджикскому народу мира, прогресса и процветания. Пользуясь представленной мне возможностью, возобновляю свое высокое уважение к вам, ваше превосходительство. Король Малайзии, его превосходительство Аль-Султан Абдулла Риятуддин Аль-Мустафа Билла Шах Ибн Султан Хаджи Ахмад Шах Аль-Мустаин Билла направил поздравительную телеграмму следующего содержания. Ваше превосходительство, мне доставляет огромное удовольствие передать сердечные поздравления вашему превосходительству и народу Республики Таджикистан по случаю радостного праздника 28-летия Дня независимости Республики Таджикистан. Мы хотели бы выразить нашу уверенность в дальнейшем успешном развитии Таджикистана под вашим мудрым и дальновидным руководством. Мы молимся Всевышнему Аллаху щедро благословить ваше превосходительство крепким здоровьем и благополучием, а народ Таджикистана продолжительным процветанием, миром и счастьем. Поздравительные телеграммы также поступили от имени короля Швеции Карла Густафа, федерального президента Австрийской республики Александра ван дер Белена, президента Республики Португалия Марселла Ребелла Дисузи, президента Республики Сингапур господин Халими Якоб, председателя Государственного совета, председателя Совета министров Республики Куба Мигеля Диас-Канеля, Бурмудеса, предпосланника, заместителя премьер-министра, министра обороны Королевства Саудовской Аравии принца Мухаммеда ибн Салмана Аль-Сауда, президента государства Палестина Махмуда Аббаса и поздравительной телеграмме в адрес президента страны в связи с 28-й годовщиной государственной независимости Республики Таджикистан продолжают поступать. Сегодня по случаю 28-летия годовщины государственной независимости Республики Таджикистан в торговом комплексе Мехргон, столице, с участием председателя города Душанбе Рустама Эмомали состоялся праздник дыни и арбуза. 7 сентября по случаю 28-й годовщины государственной независимости Республики Таджикистан в торговом комплексе Мехргон, столице, с участием председателя города Душанбе Рустама Эмомали состоялся праздник дыни и арбуза. На выставке продажи труженики Сагдийской области, районов республиканского подчинения, в том числе района Рудаки, городов Гесали и Турсунзаде,
выставили на продажу различные сорта дынь и арбузов, а также изготовленную из них продукцию. Посетителям выставки пришлись по вкусу лучшие сорта дынь, в том числе Амири, Андархуне, Арубакаш, Баргинай, Обинабот, Баравшоне, Мирзачули, Наботи Сафет и другие. Они имели возможность покупать эти дыни по доступным ценам. Ярмарка продажи была организована по 4 номинациям. Лучшее хозяйство по выращиванию дынь и арбузов. Лучший дастархан с продукцией, изготовленной из дынь и арбузов. Лучший уголок для консультирования земледельцев. И самые крупные дыни и арбузы. Первое место за активное участие в этом празднике было присуждено дехканам Ашского района. За выращивание дыни весом 20 килограмм первое место было присуждено дехканскому хозяйству Бегабад города Канибадам, а за самый большой арбуз весом 20 килограммов дехканскому хозяйству Муслим Мачинского района. Лучший уголок для консультирования земледельцев, который является одной из номинаций этого праздника, был организован именно с этой целью. Труженики не только представили свою продукцию на выставке продажи, но и ознакомились с лучшей практикой земледельцев в сельском хозяйстве. Целью проведения праздника дыни и арбуза прежде всего является обеспечение жителей и гостей столицы отечественной продукцией и развитие агрономической отрасли. Врачи считают арбуз одним из самых оптимальных средств для очищения организма от различных шлаков. Арбуз богат магнием, а магний в сочетании с кальцием сохраняет нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу нашими коллегами. Мы не прощаемся с вами, оставайтесь с нами на нашем канале. Приятного вам вечера и до встречи.